Утро на телеканале «Россия» продолжает «Вести Чувашия». В студии Екатерина Данилова. Здравствуйте, на календаре пятница, 10 июня. В Чувашии вслед за другими регионами приостановили действие масочного режима. Однако тем, кто находится в зоне риска, пожилым и людям с хроническими заболеваниями, все же рекомендуют носить маски в общественных местах. Также в регионе сохранится усиленный дезинфекционный режим. И людей просят не забывать про социальную дистанцию. Сегодня в Чувашской государственной филармонии состоится одно из главных культурных событий этого года. Заслуженная артистка России Надежда Бабкина презентует вышитую карту нашей страны. Миллионы стежков, более 180 дней кропотливой работы, сотни мастеров и мастериц из 82 регионов страны трудились над созданием вышитой карты России. Собранные в единое полотно авторские фрагменты всех субъектов нашей необъятной Родины сегодня представят зрителям. Размер карты впечатляет: 3 метра 10 сантиметров на 6 метров 72 сантиметра. Подробностями, как прошла презентация, поделимся в наших информационных выпусках. 12 июня у православных христиан праздник Святая Троица. По традиции в этот день верующие посещают места погребения родных и близких. В связи с этим еще раз напоминаем: добраться из Чебоксар до кладбища в субботу и воскресенье можно будет только на общественном транспорте. Например, доехать до Карачуринского кладбища можно на автобусе номер 30 и маршрутке 331. До деревни Яуши будет ходить межмуниципальный маршрут 246. Добраться до мест погребения на Вурнарском шоссе жители столицы смогут на автобусе номер 46, в Завражном номер 52. Напомню, подъездные пути к местам захоронения в выходные будут перекрывать для автомобилистов с 5 утра до 8 вечера. Лето – время для активных прогулок на свежем воздухе. Если вы нуждаетесь в компаньоне, то присмотритесь к подопечной приюта для бездомных собак «Право на жизнь». Гора или гора? В ее кличке путаются часто. Подсказываем: ударение на первый слог. Гора попала в приют в прошлом году и тут же покорила волонтеров своим дружелюбным характером, спокойная и воспитанная. Также отмечает ее необычный окрас в виде боковых оперений и белого галстучка на груди. Гора средних размеров, поэтому отлично подойдет для квартиры. Если вам приглянулась собака, то смело приходите в приют, знакомиться с ней. Связаться с волонтерами можно через группу ВКонтакте «Пункты передержки». Каждую пятницу в нашем эфире мы показываем фото и видео народных корреспондентов. Что же интересного жители Чувашии запечатлели на этой неделе? И снова кабаны. В этот раз парнокопытных встретили рано утром в Чебоксарах рядом с ботаническим садом. А вот в роще Гузовского жители столицы заметили хищного зверька – ласку. Еще одного диковинного зверя, точнее птицу, увидели в Новочебоксарской роще. Из местного зоопарка сбежал павлин и спокойно прогуливался по лесу. А вот такого огромного двустворчатого моллюска обнаружили в одном из водоемов Янтиковского района. Судя по фотографии, его размер достигает 20 сантиметров. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».